В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске о важной роли органов местного самоуправления, встреча президента с главами районных собраний. Прощание с артистом в Сухуме проводили в последний путь Кандида Тарба. К 70-летию полководца торжественный вечер памяти Сергея Дбар. Президент Рауль Хаджимба принял избранных председателей районных и городских собраний. Глава государства поздравил участников встречи и их коллег с избранием в органы местного самоуправления. Рауль Хаджимба подчеркнул особую роль органов местного самоуправления в демократическом обществе, отметив, что, не являясь частью системы органов государственной власти, органы местного самоуправления обладают важными полномочиями, связанными с утверждением местных бюджетов, налогов, иных платежей, решают вопросы муниципальной собственности и другие вопросы, имеющие непосредственное отношение к интересам наших граждан. На депутатов районных и городских собраний возложена значительная ответственность и соответствующие полномочия. Вам приходится непосредственно взаимодействовать с нашими гражданами. И зачастую именно от вас люди ждут внимание к своим проблемам. Значение и полномочия районных и городских собраний, я думаю, значительно выросли после проведенной реформы органов местного самоуправления и внесения соответствующих изменений в Конституцию. Отныне такой важнейший вопрос, как назначение главы городской или районной администрации, президент может решать лишь заручившись поддержкой собрания. Таким образом, наши граждане через вас, своих представителей, дают согласие на назначение президента главы администрации района или города. Рауль Хаджимба с удовлетворением отметил, что среди депутатов собраний много молодых людей. Президент выразил надежду, что работе молодых депутатов будет свойственен присущий их более опытным коллегам спокойный, взвешенный, ответственный и профессиональный подход. Президент Рауль Хаджимба встретился с руководством общественной организации «Международный фонд АПСН». Руководитель фонда Санер Гогуа рассказал Раулю Хаджимба о работе за прошедший год и о реализуемых проектах. Существует несколько направлений деятельности фонда, но основной является благотворительная деятельность, направленная на помощь социально незащищенным слоям населения. Президент высоко оценил проводимую фондом работу и подчеркнул, что усилиями государства не всегда удается помочь всем нуждающимся, в то время как деятельность благотворительных организаций как раз направлена на поддержку социально незащищенных слоев населения. Рауль Хаджимба отметил необходимость повышения эффективности государственной социальной политики и выразил надежду на взаимодействие в этом направлении уполномоченных государственных структур и благотворительных организаций. В Сухуме простились с Кандидом Тарба. Народный артист СССР, народный артист Абхазии, кавалер орденов Ахидз Апша второй степени и дружбы народов, Кандид Тарба скончался на 72-м году жизни после тяжелой болезни. Проститься с выдающимся абхазским артистом пришли президент Рауль Хаджимба, представители руководства страны, депутаты Народного собрания, общественность, друзья и коллеги Кандида Тарба. Нескончаемым потоком шли люди, чтобы проститься с талантливым абхазским артистом, который всю свою жизнь посвятил танцу. Кандид Тарба родился в селе Мук. После школы поступил в Сухумский педагогический институт. С 1959 года он артист государственного ансамбля песни и танца Абхазии. Позже начал работать в Государственном академическом ансамбле танца Грузии. В 1980 году становится главным балетмейстером Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии. В составе ансамбля не раз принимал участие в гастрольных поездках по странам мира. Его коллектив выступал в десятках городов России. И практически после каждого концерта Кандид Тарасович рассказывал мне о его впечатлениях, а из этих городов поступали восторженные письма и телеграммы с благодарностью за то, что
они увидели, наверное, лучшее, что может представить Абхазия. Это танец в исполнении ребят Кандида Тарасовича. В 1994 году Кандид Тарба создает ансамбль народного танца «Кавказ» с привлечением представителей республик Северного Кавказа. Под его руководством за сравнительно короткий срок ансамбль становится одним из самых любимых коллективов не только в Абхазии, но и на всем Кавказе. Мастерство исполнителей, а точность каждого движения артиста, яркие, запоминающиеся, разнообразные номера и самобытность – все это создает ансамблю свой неповторимый почерк. Мне приходилось уже в качестве министра работать с ним. Это был просто замечательный руководитель, просто замечательный человек, человек высокой культуры. Куда бы мы ни ездили вместе с ними, он всегда представлял, держал планку высокой культуры и представлял Абхазию на самом высоком уровне. Уже через год после создания ансамбль «Кавказ» начинает гастроли, участвует в различных международных фестивалях в Турции, Германии, Польше и других государствах. Неоднократно становится их победителем. Концерты ансамбля всегда проходят при полных аншлагах. Те, кому посчастливилось лично работать с Кандидом Тарба, вспоминают его с особой теплотой. Я пришла в коллектив совсем молоденькая. Мне было 16 лет, а Кандид был уже величайший ведущий солист. Я смотрю на него, господи, какой же он интересный. Его соло, когда он на соло выходили, мы молодые, все время смотрели, господи, как он это все делает. Это гениальный хореограф, с ним насколько было легко работать. Настолько он красиво показывал эти движения, даже его постановки. Он всегда спрашивал: Майя, как ты думаешь, может быть, это там неприемлемо, какие-то движения. Сообща мы могли что-то ставить, сообща мы могли что-то делать. Он был очень интересный человек. Рожденный в Абхазии ансамбль «Кавказ» исполняет танцы народов всего Кавказа. Это его яркая особенность. Артисты умеют в точности передать в танце пластику, дух, характер народов. И в этом большая заслуга Кандида Тарба. В ансамбле танцуют лучшие мастера, профессионалы, заслуженные народные артисты, широко известные в Абхазии и за рубежом. Руководители и представители всех северокавказских республик сегодня здесь. И для нас это, знаете, очень тяжело. Я видел и людей, которые руководители многих государственных ансамблей, но здесь было особое состояние. Человек своими руками создал этот коллектив, развивал его. И не в самое лучшее время, не в самые хорошие политические и экономические времена это начиналось делать. Все было со скрипом, очень было тяжело. За каждый свой шаг он радовался, как ребенок. Для многих это покажется, может, странным, но душа, тело, не знаю, он все отдал для этого коллектива. Прощаясь с народным артистом, люди отмечали, что даже будучи тяжело больным, Кандид Тарба не переставал заниматься любимым делом, и его самоотверженность должна стать примером для молодого поколения. С первых шагов мы стояли с ним на сцене. С первых шагов мы познали, что такое искусство. Потом, так как-то мы все в работе были очень-очень дружны. Он был очень близким для всех другом. Всегда старался всем помочь бескорыстно. Всегда, не жалея себя, работал дополнительно с мальчиками. Всегда нас духом поддерживал. Если что-то не получалось, он всегда успокаивал. Все будет хорошо, все получится. Самые лучшие воспоминания. Он даже всегда шутил и говорил: меня болезнь не победит, потому что я сильнее. Я не сдамся. Я буду до последнего. И я его видел действительно летом. Когда он вышел из машины, я его просто не узнала. И он улыбается и говорит: я чувствую себя нормально. Хотя, говорит, мое тело как географическая карта, вся изрезана. В каждых местах выскакивает новый лимф, новая операция. Все это очень трудно. А душой я как был, так я и остался. Невозможно переоценить вклад Кандида Тарба в культурную жизнь Абхазии. Он останется в памяти всего нашего народа одним из самых ярких мастеров сцены. Его природный талант и незаурядность не раз были высоко оценены правительством республики. А его любимое дело, которому он посвятил всю свою жизнь, несомненно, будет продолжено его учениками. Сария Смыр, Тимур Гугохи, Беслан Джинджал,
Абхазское телевидение. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба прошел торжественный вечер памяти генерала Сергея Платоновича Дбар. 2 мая легендарному полководцу исполнилось бы 70 лет. В торжестве приняли участие президент Рауль Хаджимба, ветераны войны. Присутствующие минутой молчания почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Репортаж на Алыкове. Профессиональный военный специалист высокого уровня Сергей Дбар начинал службу в советской армии. В частности, проходил службу в группе советских войск в Германии. Служил в Венгрии, работал начальником оперативного отделения в Северокавказском военном округе. Некоторое время находился в качестве военного советника в Эфиопии. За безупречную службу в вооруженных силах СССР Сергей Дбар был награжден орденом за службу Родине в вооруженных силах СССР 3-й степени и другими высокими наградами. Сергей Дбар приехал в Абхазию незадолго до войны, оставив перспективную службу на Северном Кавказе, так как понимал, что Родина нуждается в нем. В конце 1989 года Сергей Дбар добился, чтобы его перевели в Абхазию. Он был назначен военным комиссаром Сухумского объединенного военкомата. Сергей Платонович был большим патриотом Абхазии и своего народа. Именно это качество генерала сегодня выделяют его друзья. Это наш друг был, наш боевой генерал, тот человек, который очень много сделал в Абхазии, тот человек, который Богом послан был к нам, потому что до войны у нас катастрофически не хватало, зная, что все-таки будут такие военные действия, скорее всего, мы так знали, думали. Мы не имели профессионалов, таких как он. Благодаря Сергею Мироновичу Шамба и Айтгалара, который он возглавлял, вот Сергей Платонович Дбар был приглашен сюда, в Абхазию, на свою родину. В начале торжественного вечера военнослужащие вооруженных сил под звуки государственного гимна внесли государственный флаг Республики Абхазия. Присутствующие минутой молчания почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. О жизненном и воинском пути генерала-лейтенанта Сергея Дбара рассказали первый вице-премьер правительства Шамиль Ацинба и министр обороны Мираб Кишмария. Мы вспоминаем выдающегося сына абхазского народа. Сергей Платонович Дбар, военачальник и полководец, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия в период Отечественной войны народа Абхазии, наш соратник и боевой товарищ. Народ Абхазии, воины Вооруженных сил, с любовью и уважением относились к Сергею Платоновичу. Родившись в трудовой семье, он с детства познал простые вечные истины, привычку к труду, любовь к родине, родным и близким. С кем его судьба связывала, с кем он делил радости и печаль. Сергей Платонович был выдающейся личностью. Он избрал нелегкий путь, чести и мужество, путь служения своему народу. Сергей Дбар по праву считается одним из символов победы в Отечественной войне народа Абхазии. Его вклад сложно переоценить, отмечали выступавшие. Народ считается состоявшимся, когда у него есть свои символы, а по символам бить нельзя. Владислав Григорьевич – это один из знаковых таких символов. Это была эпоха титанов, где был Воронов, где были генералы войны. У нас из живых, дай бог, долгие годы, у нас остается действующий генерал армии Мираб Борисович Кишмария. И вот в когорте этих людей, символизирующих собой это в то время титанов и символы нашей победы, это в ряду стоит Сергей Платонович. И поэтому это наши символы, которые мы должны оберегать и никогда конъюнктуры ради не позволять себе использовать имена таких людей в качестве политики, тем более в решении каких-то текущих задач, чего я нашего народу и желаю. На памятном вечере в честь выдающегося полководца были зачитаны стихи, продемонстрированы кадры военной хроники, вновь напомнившие присутствующим о сложном пути становления абхазского государства и о людях, сыгравших ключевую роль в борьбе за независимость нашей Родины. На Алыкове, Аста Мургошба, Абхазское телевидение.
24 вопроса включено в повестку дня заседания Кабинета министров Абхазии, которое состоится в пятницу 6 мая. Правительству предстоит утвердить порядок оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны и перечень документов, прилагаемых к заявке на создание особой экономической зоны. Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Приднестровской Молдавской Республики о взаимных безвизовых поездках. Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Приднестровской Молдавской Республики о взаимном признании и эквивалентности документов об уровне образования или квалификации, ученых степенях и званиях, академических справок. 1 мая 1959 года было запущено первое телерадиовещание. Главный ретранслятор абхазского телевидения «Телебашня» расположена на Сухумской горе. О том, как этот символ столицы пережил Отечественную войну народа Абхазии и как выжил в сложные послевоенные годы, наш следующий сюжет. Эти позывные помнит старшее поколение абхазских телезрителей. 1 мая 1959 года было запущено первое телерадиовещание, но запустили его не с нынешней Сухумской телестанции. Специалисты СФТ построили на Сухумской горе 2 25-метровые телебашни, откуда и велось телевещание. Позже, в 1964 году, была построена ныне действующая телевышка. Одна из главных достопримечательностей Сухума в высоту достигает 168 метров и весит 800 тонн. Владимир Погосов, энтузиаст и профессионал, стал первым ее директором. Он и небольшой коллектив телецентра обеспечивали стабильную работу сложного технического сооружения. Об этом вспоминает Даур Курсай, работавший после Отечественной войны народа Абхазии заместителем председателя ГТРК по технической части. Проблемы с вышкой начались сразу перед началом войны, потому что первый же день утра пришло распоряжение о том, чтобы не пропускать сигналы из абхазского телевидения на Москву и на любые другие направления. Для предотвращения чего пришлось воспользоваться силами, по нашей просьбе, силами нашей абхазской гвардии, которая взяла под контроль телевизионную вышку. Но позднее им пришлось уступить ввиду принятия решения о том, что город оставляется. Во время войны Сухумская гора превратилась в один из эпицентров боевых действий. Соответственно, пострадала и телебашня, главный ретранслятор абхазского телевидения. Часть зданий сгорела, но, к счастью, автозал, на котором находились передающие средства, сохранились. А в основном сгорело оборудование с радиорелейными линиями связи, которые объединяли разные города Абхазии. После войны силами небольшого коллектива телестанции, а также специалистами Сухумприбора и завода газовой аппаратуры удалось восстановить поврежденные части конструкции, и телевещание вновь было возобновлено. Большую роль в функционировании работы телевышки сыграл каждый сотрудник коллектива. Один из них – Валентин Прокопов, которого не стало буквально в эти дни. Интересные ребята были, хорошие, работали. Жаль, некоторых уже и нет в жизни, но многие еще и остались, которые жили и хорошо поработали, любят очень творчество. И техническая группа, и творческие были, очень работали по-братски, все хорошо друг к другу относились. Нам удалось восстановить антенно-фидерное устройство, и было запущено в кратчайшие сроки, в течение месяца, фактически все передачи, которые велись до этого. Сухумская телебашня, откуда открывается удивительная панорама столицы, сегодня нуждается в срочном ремонте. Если в ближайшие годы не остановить коррозийные процессы, вышка может разрушиться. Это один из самых крупных и дорогих объектов в Абхазии. Мы его можем потерять в течение ближайших 20-30 лет, если не приложить усилия. Некоторые сегменты вышки, которые прямым попаданием артиллерийских снарядов были разбиты и не заменены до сих пор.
И он охвачен ржавчиной, и это продолжается уже после войны 23 года. Сегодня телевизионную вышку эксплуатируют несколько организаций, которые могли бы вместе с государством принять участие в восстановлении одного из главных символов столицы. Елена Лоло, Роберт Ломия, Саид Агуха, Абхазское телевидение. Воспитанник Гудаутской спортивной школы Осман Джугелия занял первое место на прошедшем в Воронеже чемпионате Центрального федерального округа по вольной борьбе в весовой категории 61 килограмм. Благодаря этой победе он примет участие в чемпионате России по вольной борьбе, который пройдет в конце мая в Якутске. В чемпионате участвуют еще двое абхазских спортсменов – Денис Царгуш и Рустам Ампар. Победители чемпионата примут участие в Олимпийских играх в Бразилии нынешним летом. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, температура воздуха ночью плюс 10-12, днем плюс 18-20 градусов, температура морской воды плюс 14 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.